Дорогие подписчики и гости нашего канала Беснуайлар, сегодня мы вынужденно поговорим о ногайской, вернее теперь уже казанской исследовательнице Марине Маратовне Имашевой. Говоря прямо, причиной выпустить подобный фильм у нас были давно. Однако мы до последнего надеялись, что та деструктивная деятельность Марины Маратовны, которую она развернула на просторах татарстанских государственных каналов, в передачах которых она стала постоянным гостем, прекратятся с завершением нервной для казанских элит всероссийской переписи 2021 года, или хотя бы с выходом ее результатов. Но, к нашему глубокому сожалению, та риторика и формулировки, с которыми Марина Имашева продолжила выступать на татарстанском голубом экране, шокировали нас и не оставили нам выбора. Ну вот если брать Нижнее Поволжье, тут еще тенденция переписывания в другие этнические другие национальности, да, и здесь работают, ну так, грубое слово, но этномиссионеры, которые наращивают, так скажем, численность своей нации, ну, в данном случае о нагайцах говорю, да, если говорим мы про астраханских татар. Этномиссионеры, в данном случае о нагайцах говорю, да. Подчеркнем со своей стороны, что данный разбор не преследует целью опорочить честь и достоинство Марины Маратовны, а лишь является критическим обзором эволюции ее мысли, а также общественной и научной деятельности до и после переезда в Казань. Марина Маратовна Имашева является Каракаш-Нагайкой. Ее род Байгонды, входящий в Куб Мангыт. Родовым селением ее семьи является Карагаш-Нагайский аул Куянлы, расположенный на берегу реки Ахтубы и являющийся выселком аула Сиитлер. Там жил ее прадед Бимухамед, дед Камалидин, отец Марат Камалиевич, Мой папа, он карагаш. который, покинув отчий дом, поехал в Казань, где женился на казанской татарке, и 5 сентября 1976 года в их семье и родилась героиня этого видео маленькая Марина, или Мадина Мухамеджанова, как звали ее в детстве. Я родилась в Астрахани, у меня мама родом из Татарстана. Кстати говоря, Марина Маратовна внешне поразительно похожа на свою родню именно по отцовской линии. После возвращения на родину семья Марата Мухамеджанова поселилась в Астраханском городском районе Трусово, где и прошло детство его дочери. Закончив школу, в 1993 году Марина Маратовна поступила на ИСТФАК Астраханского государственного педагогического университета, где училась на одном курсе с тогда еще будущим ногайским ученым, кандидатом политических наук Ильдаром Шамигуловичем Идрисовым. Преподавателем их в том числе был известный астраханский нагаевед, кандидат исторических наук Виктор Михайлович Викторин. Примерно в 2003 году Марина Мухамеджанова выходит замуж за астраханского казаха Анвара Имашева и берет фамилию супруга, поэтому широкому кругу людей она больше становится известна как Марина Имашева. В 1998 году, окончив Астраханский государственный университет по квалификации учитель истории, Марина Маратовна продолжает учебу уже в аспирантуре АГУ на кафедре истории России, где по итогу защищает диссертацию на соискании степени кандидата исторических наук по теме «Торговля России со странами Востока через Астрахань в первой половине XIX века». А уже сильно позже, в 2016 году, при поддержке и помощи ногайского ученого, доктора исторических наук Данияла Сайдахметовича Кедерниязова защитила в Чеченском государственном университете, находящемся в городе Грозный, диссертацию на соискании степени доктора исторических наук по теме «Социально-экономическая и общественная деятельность мусульманского предпринимательства Астраханской губернии конец 18-го, начало 20-х веков». Отдельно необходимо подчеркнуть, что защитилась она в Грозном по ногайской квоте, то есть, не читай и не называя она себя ногайкой, аттестационная комиссия ЧГУ вообще бы не рассматривала ее диссертацию. В эти годы
Марина Имашева активно участвует в ногайских конференциях на Северном Кавказе. Также она регулярно публикуется и выступает в качестве рецензента в ногаеведческих сборниках, издававшихся Центром ногайской культуры Эдиге. В Астрахани Марина Маратовна занималась преподавательской деятельностью. К примеру, она была преподавателем истории нынешнего президента Центра ногайской культуры Эдиге Ильдара Салаватовича Аль-Мухамедова. В 2001 году после окончания школы я поступил в Московский открытый социальный университет, который находится у нас здесь, в городе Астрахани, недалеко от Астраханского государственного технического университета. Учителем истории у нас была Имашева Марина Маратовна. И в личных беседах она нередко упоминала то, что ее отец был именно Карагаш Нугай. Также она преподавала историю и в медресе Хаджи Таркан при региональном духовном управлении мусульман Астраханской области. В 2017 году Марина Имашева переезжает в Казань и начинает работать в Казанском федеральном университете в качестве доцента кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений. Преподает курсы «Введение в историю тюрко-мусульманского искусства», «Духовная культура тюрко-татар», «Ислам и мусульманская культура татар Средневековья», «История тюрко-мусульманских народов в Средневековье», «История тюрко-мусульманских народов в новое и новейшее время», «Мусульманская культура тюркских народов в средние века», «Научные знания тюрко-мусульманских народов в средние века», «Тюрко-мусульманское искусство в музеях Европы». Параллельно, в 2020 году в этом же университете она получает степень магистра теологии. Несмотря на переезд в Казань, она не разрывает связи с родиной и родным народом, неизменно тепло встречая своих соплеменников на полях конференций и семинаров в Казани и Булгаре. А летом 2019 года в составе ногайской делегации даже принимает участие в комплексе научных мероприятий «Тюрки России», который прошел 14-15 июня в Уфе. В составе ногайской делегации, кроме Марины Маратовны, в столицу Башкортостана прибыли Ахмед Аминович Ярлыкапов, Ильдар Шамигулович Идрисов и Рамиль Валитович Ишмухамбетов. Кроме того, из Астрахани в мероприятиях принял участие также Сызранов Андрей Вячеславович. По итогу мероприятий учеными из числа башкир, сибирских татар, ногаев, алтайцев и других народов была учреждена Ассоциация по сохранению идентичности тюркских народов России. Однако, чем ближе становилась всероссийская перепись населения 2021 года, тем расплывчатее становились формулировки Марины Маратовны Имашевой в отношении определения идентичности астраханских ногаев. Так, во время интервью проекту «7 дней плюс» на Татарстанском республиканском телеканале ТНВ она впервые сделала явный скачок в сторону татаризма. Этот скачок, справедливости ради, был скорее в виде неуверенных и противоречивых заявлений, где карагаши, из коих сама Марина Имашева, были в ее утверждениях еще ногаями. Несколько сел, 2 села, прежде всего Ситовка и Хажитаевка, были основаны карагашами в 70-80-е годы 18 века. Это выходцы действительно из Малой Ногайской Орды, Кубанской Орды. А после выхода в эфир данного интервью и возмущения народа она даже оправдывалась, что не хотела влезать в эту дискуссию, так как этнологией не занималась и вообще не хотела идти на передачу, долго отказывалась, но там очень настаивали, чтобы она дала это интервью. А по итогу в видео, по ее словам, многое порезали. Но уже в этой передаче бросаются в глаза инсинуации с высказываниями выдающегося лингвиста-тюрколога из Татарстана Леонида Шайсултановича Арсланова. Так, по заявлениям Марины Маратовны, юртовский язык гораздо ближе к литературному татарскому языку и никак не является ногайским. Главная количественная составляющая – это юртовские татары. Их язык тоже изучался. Их язык, в отличие от карагашского, да, их язык гораздо ближе к литературному татарскому языку. И уж никак не ногайский. А Леонид Арсланов, по ее словам, якобы объявил, что юртовский язык не относится к ногайскому. Тоже язык изучался Леонидом
Арслановым, специалистом из Елабуги. К сожалению, вот в этом году летом он скончался. Замечательный ученый, который много экспедиций 70-х годов провел по изучению вот языков. Наверное, он первый поставил научную проблему вот о том, что такое язык астраханских татар. И он первый заявил о том, что юртовский и карагашский языки – это самостоятельные языки. И не относятся, юртовский прежде всего, не относится к нагайскому. Согласитесь, звучит так, что простой обыватель подумает, будто бы юртовский язык вовсе уже не нагайский, а скорее диалект татарского. Вот же, что на самом деле писал сам Леонид Шейхсултанович. Юртовские татары, в скобках, нагайцы, сами себя считают нагайцами. Поволжские татары и карагаши называют их караиле, нугайлары, буквально нагайцы с черными домами. По данным ряда исследователей, являются потомками золотоордынских нагайцев, первых основателей Астрахани. Как известно из исторических материалов, в различные периоды, в эпоху Золотой Орды, затем в эпоху Ногайской Орды, в состав юртовских татар проникали другие кыпчакские, в дальнейшем ногайские племена. Поэтому юртовские татары имеют много антропологических, этнографических и языковых черт, сближающих их с другими этническими группами ногайского происхождения. Изучение лексики языка юртовских татар показывает, что основную массу ее составляет исконно ногайская лексика. Наличие общего лексического состава для рассматриваемого языка и для акногайского и караногайского диалектов ногайского языка свидетельствует о едином происхождении юртовских татар и носителей указанных диалектов ногайского языка. Думаем, что из приведенных цитат Леонида Шейхсултановича можно понять, что слова Марины Маратовны, мягко говоря, не являются объективными. Нужно учитывать также, что в 1970-е годы в ногайском языке выделялись всего одна литературная норма и два диалекта. И все, что не укладывалось в эти рамки, вынужденно выводилось за пределы собственного ногайского языка. Что же касается современности, то сейчас и карагаш-ногайский, и юртовский-ногайский языки официально признаются диалектами ногайского языка со своими особенностями. Под татарским языком мы понимаем совокупность мишарского и казанского наречий, в то время как восточное наречие рассматривается как отдельный сибирско-татарский язык, а астраханские говоры в составе ногайского языка. Ногайский язык включает несколько разрозненных диалектов на Северном Кавказе: кубанский, Карачаево-Черкесия, Ачекулакский, Ставропольский край, Караногайский, Дагестан, а также несколько астраханско-ногайских идиомов. Юртовский, Алабугатский, Карагашский, Астраханская область, Республика Калмыкия. Отдельные статьи о всех трех идиомах содержит издание энциклопедии «Языки мира» Арсланов, 1997 год. Во всех этих работах постулируется, что данные идиомы структурно являются ногайскими. Таким образом, нет достаточных причин отделять астраханско-ногайские диалекты от других ногайских диалектов. Источник: коллективная монография Института языкознания Российской академии наук. Список языков России и статусы их витальности. Москва, 2022 год. Далее, Марина Маратовна позволила себе совершить явный подлог в отношении ногайских исследователей газеты «Идель», в частности историка Алима Касимовича Махсутова, который уже перевел ряд статей из названной газеты и составил общий обзор на газету «Идель», выступив с докладом на первых умеровских чтениях в Астрахани. Например, недавно, буквально где-то месяц назад, в Астрахани прошла очень странная конференция с международным статусом, посвященная Абдурахману Умеру. Там почему-то были докладчики, вообще никакого отношения к Астрахани не имеющие отношения к изучению истории этого периода. Никто не перевел газету «Идель» до конца. 623 номера. Все в открытом доступе. Сегодня делаются попытки, опять-таки, вот нашими оппонентами, но опять-таки все очень предвзято. То есть находят статьи с названием, где ногайское, слово ногайское есть, и переводят, и выводят. Значит, вывод, что газета ногайская.
в институте, и в ЯЛИ, Институте языка и литературы, Минулиным Бахтияром Кимовичем исследована газета, ну, с филологической точки зрения, Бургани Таракы. И он, ну, естественно, не мог не обратить внимания на Эдель. И человек, да, который посвятил свою жизнь научному изысканию, вот, исследованиям татарского языка, вот этого тюрки, он говорит, это чистый татарский язык. Вот же, что сказал сам Алим Махсутов. Газета публиковалась на языке тюрки. Там так и пишется, что это милли тюрки дже милли газетасы, то есть национальная газета на языке тюрки. Что такое язык тюрки? Язык тюрки берет свои корни из новочагатайского языка, то есть общие нормы, да, вот такой вот, которую ввели на территории бывшей Золотой Орды и Закавказья и бывшего Чагатайского улуса. Но потом, ближе к XIX веку и тем более уже к началу XX века, вот этот язык тюрки, он обрел региональные особенности, которые были свойственны тем или иным регионам. Например, в Нижнем Поволжье, на Кавказе, в Крыму очень много было нагайских черт в языке тюрки, но также вот, то есть вот эта газета Эдиль или Идель, она публиковалась именно на нижневолжском варианте тюрки, но с большим влиянием языка, который предлагал Исмаил Гаспринский, так как эта газета была новометодной, то есть джадидитской. И вот что написано в его статье. На первой же полосе газеты, сразу под названием в каждом номере, нас встречает надпись, выходящая в Астрахани 3 раза в неделю, литературная, экономическая и политическая национальная газета на языке тюрки. Однако на современных официальных русскоязычных ресурсах язык газеты ошибочно указывается как татарский. Дело в том, что Абдурахман Умеров был последователем джадидизма в вопросах просвещения, и издаваемая им газета тоже позиционировалась в качестве джадидитской. Это обстоятельство и определило выбор языка, на котором издавался исследуемый материал. Газета использовала язык тюрки с широкими заимствованиями из османского языка, так как именно такую форму установил и распространил среди мусульман Российской империи издатель и редактор первой тюрко-мусульманской газеты страны Терджеман, переводчик Исмаил Гаспринский. В 1905 году в статье «Язык» Гаспринский писал: «Для тюркских народов, известных под названием татар, нагай, кумык, башкир, нужен литературный общий язык, который были бы в состоянии понимать, будь они казанцы, будь шерванцы». В том же году Гаспринский писал следующее: «Так как в своей сущности мы все являемся детьми тюркского народа, этот литературный язык уместнее всего назвать тюрки, чем татарским, нагайским, узбекским. Этот язык отнюдь не должен быть и османским, но он должен быть таким языком, который более или менее понимали бы и османские турки». Таким образом, указание языка газеты «Идель» в качестве татарского можно считать ошибочным. Как мы видим, обвинение Марины Маратовны в отношении исследователя в утверждении того, что газета «Идель» является нагайской, не только не имеет никакой основы, но более того, сама работа Алима Касимовича является опровержением тому, что газета якобы была татарской, как об этом заявила Марина Имашева. К сожалению, в Татарстане Марина Маратовна сменила свою идентичность на татарскую. Конечно, с морально-этической и религиозной точки зрения это очень плохо. Кому как не магистру теологии об этом не знать, не так ли? Но куда хуже то, что кроме жонглирования своей личной идентичностью, она стала отказывать в правомерности отнесения к нагайскому этносу вообще всем астраханским нагаям. Сейчас вот при этом Марина Маратовна по поводу Астраханской области, да, которая сказала, что есть там автономия. Переписывания в нагайцы, да. Переписывание в нагайцы, раз. Тенденция переписывания в нагайцы, да. А также используя терминологию одиозных пропагандистов татаризма, типа сепаратиста Руслана Айсина или его друга и соратника Ильнура Ярхамова, стала называть своих коллег и бывших товарищей в деле нагайского просвещения этими людьми и этномиссионерами. Идет очень активная агитация, так скажем, среди
астраханских татар. Прежде всего, объектом этой агитации стали карагаши. Теперь активно работают вот эти люди среди юртовских татар и агитируют менять идентичность татарской на нагайскую. Активно работают вот эти люди. Этномиссионеры, в данном случае о нагайцах говорю, да? Этномиссионеры, в данном случае о нагайцах говорю, да? Нет, Марина Маратовна, наши просветители и активисты не призывают татар менять идентичность на нагайскую. Они призывают своих соплеменников из числа карагаши и юртовцев, что важно, возвращать свою настоящую нагайскую идентичность взамен искусственно навязанной татарской. Согласитесь, ведь это большая разница. Возможно, у зрителя возникнет справедливый вопрос. Может, у нее изначально была вот такая позиция и татарская идентичность вкупе с отрицанием всего нагайского? Что вы пристали к бедной женщине? Мы, конечно же, не будем голословны и приведем письменные источники о взглядах Марины Имашевой до того, как она стала регулярно появляться на государственном телевидении Татарстана. Начнем с того, что Марина Имашева прекрасно осведомлена о таком явлении, как ошибочное обобщение всех тюрко-мусульманских народов под внешним термином «татар», как в общем в российской практике. Как известно, термин «татары» в дореволюционной русской историографии был крайне расплывчатым и нечетким. Им не только объединяли ряд различных по своему этногенезу и этническому самосознанию тюркских народов, например, волжских, крымских татар, нагайцев, азербайджанцев, но и распространяли его на нетюркские этносы азиатского ареала. Источник. Имашева Марина Маратовна. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Грозный, 2016 год. Так и со стороны конкретно Астраханской губернской администрации. На наш взгляд, следует особо остановиться на особенностях употребления этнонима татары в отношении причисленных к этим, то есть гелянскому, агрыжанскому и бухарскому дворам жителей, и отметить то обстоятельство, что все-таки этнически, татарами в современном понимании этого слова, населявшие 3 двора жители, не были. Как известно, татарами до революции именовали практически все тюркоязычное население империи. Не исключением стали и представители различных среднеазиатских народов, приезжавших в Астрахань с караванами и оседавших здесь на постоянное жительство. Источник. Имашева Марина Маратовна. Астраханское городское общество татар 3 дворов. Проблемы этнической, социально-правовой и экономической идентификации в конце XVIII, первой половине XIX веков. Казань, 2015 год. Более того, Марина Маратовна сама утверждает искусственность применения термина «татар» в отношении астраханских ногаев, к коим относят юртовцев и карагашей. В Астрахани юртовцы в конце XIX века властями и населением города не рассматривались в качестве самостоятельной этнической группы. В отношении всех представителей тюркоязычных этносов в регионе практиковалось название «татары» в кавычках. К последним относились и, собственно, татары, переселенцы из нижневолжских и приуральских губерний, и различные группы нагайцев, юртовцы и карагаши, под общим названием астраханских татар и азербайджанцы, закавказские татары. На рубеже XIX-XX веков, согласно официальной статистике, Астрахань представляла собой город со значительным татарским, в кавычках, населением. По этому показателю она была на 2-м месте среди городов России, после Казани. Татар в Казани насчитывалось 28 тысяч, в Астрахани – 15 тысяч, в Оренбурге – 11 тысяч, в Симферополе – 9 тысяч. Но на самом деле в статистике указывалась не численность татар, а тюркоговорящих мусульман, проживавших в городе. Сколько из 15 тысяч татар, в кавычках, в Астрахани было нагайцев, а сколько татар, выяснить сегодня не представляется возможным. Источник. Имашева Марина Маратовна, юртовцы в структуре мусульманского предпринимательства Астраханской губернии в конце XIX века. Материалы конференции. Нагайцы, 21 век.
Черкесск, 2017 год. В следующей своей работе Марина Маратовна все же постаралась назвать примерную численность астраханских ногаев к началу века, а также подробно остановилась на личности ногайских просветителей. В начале XX века Астрахань представляла собой город со значительным мусульманским населением. Среди них большой процент были ногайцы и татары. Согласно данным Астраханского статистического комитета, к началу 1902 года в городе Астрахани насчитывалось 12 552 человека из татар и ногайцев обоего пола, то есть 10% общего населения города. В Астраханском уезде проживали юртовцы – 15 847 человек, в Красноярском уезде – ногайцы-карагаши – 12 337 человек. Эти два уезда были территориально близки к губернскому центру, и жители этих аулов активно пополняли мусульманскую общину города Астрахани. Отдельно стоит остановиться на периоде становления взглядов Абдурахмана Умерова. Он родился в семье астраханского ногайца Исмаила Умерова, переехавшего из карагашского села Сеитовка Красноярского уезда в Астрахань. Научные интересы учителя оказались очень близки Абдурахману Умерову. В 1920-е годы он занялся составлением истории астраханских ногайцев. Вместе с тем, Низамия стала школой, в которой получили начальное образование многие известные деятели советской ногайской культуры. Просветитель Абдул-Хамид Шершембиевич Джанибеков, первый ногайский романист Басыр Абдулин, Булат Салиев, впоследствии основоположник узбекской исторической науки, источник, Имашева Марина Маратовна. Роль Абдрахмана Умерова в становлении и развитии новометодного образования в Астраханской губернии в начале XX века. Материалы конференции. Ногайцы, 21 век. Черкесск, 2019 год. Писала она и о социально-политической активности ногаев Астраханского региона. В 1907 году возникло и другое мусульманское общество в Астрахани, стоявшее на праволиберальных позициях и оказавшееся в оппозиции к Шура-Ислам, Джамияте Исламия. Одним из главных идейных лидеров этого общества стал просветитель и богослов, нагаец-карагаш Абдрахман Умеров. О творчестве и жизненном пути Абдурахмана Умерова написано достаточно. В начале XX века была предпринята первая попытка создания культурно-просветительского общества сельскими ногайцами-карагашами Астраханской губернии. В самом городе в 1894-1918 годах действовало попечительство о бедных татарах города Астрахани, в деятельности которого принимали и представители городских ногайцев, мелкая и средняя буржуазия, осевшая в 5 и 6 участках города, на Тияке, как, например, родители Абдурахмана Умерова, и получившая с течением времени сословное звание астраханских мещан. Развитие общественной активности ногайцев Астраханского края, как, впрочем, и всех остальных этнических и социальных групп, была прервана революционными событиями 1917 года. Последнее, в чем участвовали представители ногайского народа, были выборы в городскую думу в июне 1917 года. В рамках этой избирательной кампании был сформирован особый избирательный список номер 5 астраханских мусульман. По нему от 5-7 тысячного населения города проходили 17 кандидатов, как минимум 5 из которых были ногайцами. Источник. Имашева Марина Маратовна. Участие юртовцев и ногайцев-карагашей в социально-политической жизни региона во второй половине XIX – начале XX веков. Ногайцы, 21 век. Черкесск, 2014 год. Темой ее трудов была также торговля и бизнес астраханских ногаев. В Красноярском уезде в эти годы числилось 61 торговое предприятие. 9 из них содержались в селах Хажитаевка и Сеитовка местными ногайцами, 3 и 6 соответственно. Татары и ногайцы пригородных сел Астраханского уезда традиционно занимались садоводством. Это традиционное занятие порой становилось единственным способом обеспечить свою семью. Продукция реализовывалась на городских рынках.
Имашева Марина Маратовна. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Грозный, 2016 год. Исходя из всего выше приведенного, представьте тот неприятный сюрприз, который получили учителя, соратники, читатели, односельчане и соплеменники Марины Маратовны Имашевой, когда она вдруг стала заявлять о неправомочности восстановления нагайской идентичности в среде карагашей и юртовцев. Еще большим разочарованием для всех нас стало то, что она начала называть активистов из числа своих же соплеменников, работающих на благо и процветание нашего народа, добивающихся восстановления имени своих предков, нагаев, стала называть их этномиссионерами и другими презрительными формулировками, являющимися жаргоном дремучих татаристов, таких как Руслан Айсин или Ильнур Ярхамов. Активно работают вот эти люди. Активно работают вот эти люди. Этномиссионеры, в данном случае о нагайцах говорю, да? Этномиссионеры, в данном случае о нагайцах говорю, да? Приходящий на ум жизненный пример столь сложного пути Розы Хабиевны Баубековой к возвращению своей идентичности показывает на контрасте с сегодняшней темой, каким же разным может оказаться путь человека относительно памяти к своей родне и предкам. Но все же мы надеемся, что слово истины возобладает, и Марина Маратовна еще пересмотрит свои взгляды, вернувшись к своей истинной нагайской национальной идентичности, как и тысячи ее соплеменников.